День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Новые горизонты сотрудничества Якутии и Астана обсудили совместные проекты в сфере цифровизации и новых технологий. Полярная звезда засияет скоро. Новый детский центр в Якутии готов уже на 66%. Человек, который провел в космосе больше всех, мировой рекордсмен Олег Кононенко, побывал в Якутске. Наши корреспонденты расскажут о визите героя. 2 дня солнца и праздника из Сыктывмада проходит в местности Усть-Хатын. Эстафета огня, символизирующая дух спортивного праздника, достигла столицы республики. Узнаем подробности о дальнейшем пути эстафеты и предстоящих играх Манчары. В Якутии будет сохранена двухуровневая система самоуправления. Об этом заявила Айсен Николаев в ходе очередного заседания с руководителями районов республики. Какие темы еще были затронуты во время встречи, расскажет Вероника Таюрская. С 19 июня этого года вступили изменения в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Отныне в стране будет действовать новая система организации муниципальных образований. Айсен Николаев ознакомил руководителей районов и членов правительства Якутии с обновленными статьями федерального закона и отметил, что республика сохранит двухуровневое самоуправление. Она, в принципе, за 20 лет уже выстроилась, доказала свою эффективность в наших условиях. Здесь, в этой части, реформирование именно структуры местного самоуправления, я считаю, у нас проводиться не должно. На заседании были заслушаны доклады о разработке долгосрочной стратегии развития опорных пунктов Якутии, о цифровизации районов и о повышении качества образования в республике. По информации министра образования, в регионе наблюдается кадровая потребность в некоторых отраслях экономики, в связи с чем тенденция по увеличению профильных классов в школах сохранится. В этом году нам удалось провести работу с муниципальными органами, когда и управление образованием, и школы нацелились на профилизацию обучения. Так, тем самым увеличено количество профильных классов в школах, что сказалось на выборе единого государственного экзамена. Таким образом, мы констатируем, что количество выпускников 11 классов, сдававших предметные информатика, биология, химия, увеличилось свыше объемов 2021 года. Заседание по вопросам местного самоуправления призвано сделать жизнь населения республики проще и легче. Встреча глав районов помогает обмениваться опытом в тех или иных вопросах, а также решать насущные проблемы улусов. Недавно на территории нашего района была рабочая группа правительственная, в том числе представители Росавиации Российской Федерации по строительству аэропорта у нас в поселке Зрянка нашего Верхнеколымского района, потому что у нас есть проблема. Действующий аэропорт сейчас находится у нас на береговой линии и ежегодно его затапливает, поэтому приходится летать через соседей, через Среднеколымский район вертолетами, а это очень усложняет. Ну и также, конечно, это дополнительная финансовая нагрузка на наше население. Изменения в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти начали действовать с 19 июня 2025 года. Но при этом существует переходный период, который будет действовать до 1 января 2027 года. Ну а планы и перспективы, озвученные в ходе заседания с главами муниципальных районов, рассчитаны до 2030 года. Вероника Таюрская, Иван Семенов, Якутск. Глава Якутии провел личный прием граждан приемной президента России в республике. В ходе приема были рассмотрены обращения жителей по различным вопросам. Среди обратившихся была мать военнослужащего, участвующего в спецоперации, которая обратилась с вопросом о поддержке семей участников СВО. Также поднимались вопросы предоставления социальной помощи на основании социального контракта многодетным семьям, реализации дополнительных социальных программ и развития сельского хозяйства в регионе. По всем обращениям граждан глава республики дал соответствующие поручения и взял их исполнение под личный контроль. Встреча прошла хорошо. Наша семья занимается сельским хозяйством. 10 до 12 коров должны увеличить. И будет
молоко сдавать. Сейчас финансирование хорошо идет, поэтому должна доход вырасти в семье. А сколько Детей у нас 7, 2 подросли, сейчас с нами 5 живут. Поговорили о программах многодетных, мы узнали всякие разные программы. Арсений Сергеевич, он очень хорошо выслушал, мы очень довольны. Также Арсений Николаев провел встречу с делегацией акимата города Астаны во главе с главой столицы Казахстана Женисом Касымбеком. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Казахстана и Якутии по многим вопросам от добычи полезных ископаемых до внедрения цифровизации и новейших технологий. Глава республики отметил давние прочные связи между республикой и Казахстаном, а также поблагодарил гостей за обширную культурную программу, которая представлена в рамках Дней Астаны в Якутии. Также Арсений Николаев и Женис Касымбек подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Якутии и акиматом Астаны. Уверен, что реализация этого соглашения, конечно же, поднимет взаимодействие между Республикой Саха-Якутия и Астаной, в целом с Республикой Казахстан, на новый уровень. Мы активно развиваемся, наше сотрудничество идет по многим направлениям, начиная от добычи полезных ископаемых, заканчивая вопросами гуманитарного сотрудничества. В этом году уже около 35 тысяч жителей республики приняли участие в различных патриотических инициативах, в том числе в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. В рамках проекта «Мы вместе» проводятся мероприятия, задача которых – привлечь как можно больше детей и молодых людей к активной социальной деятельности. Это делается через патриотические проекты, популяризацию духовных и нравственных ценностей, а также вовлечение в добровольчество и общественную работу. Еще один важный региональный проект «Россия – страна возможностей». Его ключевые задачи – вовлечение молодежи в мероприятия, способствующие профессиональному развитию. В текущем году в республике спланировано 33 крупных мероприятия в рамках программы «Регион для молодых». 12 якутян, проявивших храбрость и отвагу на поле боя, были награждены орденами мужества посмертно. Награды и удостоверения к ним были переданы близким родственникам погибших военнослужащих. Республиканский филиал Госфонда «Защитники Отечества» совместно с военным комиссариатом второй год подряд организовывает торжественную церемонию передачи наград погибших воинов-якутян. Сегодня мы вручаем 12 государственных наград, в том числе 2 медали и ордена мужества посмертно. Это мероприятие у нас, как я уже сказал, проводится второй год, но в принципе по желанию и заявкам родственников. Больше 15 тысяч якутян приняли участие в акции, проводимой фондом «Защитники Отечества». Культура, спорт и патриотическое воспитание. Всего с начала года фонд организовал порядка 200 мероприятий. Помощь также оказывается семьям военнослужащих. Так, в июне матери погибших бойцов посетили Москву, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород по программе специальных железнодорожных рейсов. Программа тура включала обзорные экскурсии, посещение музеев, достопримечательностей городов и разнообразные мастер-классы. С 22 июня, в День памяти и скорби, в Музее государственности имени Исидора Барахова Верхневилюйского района открылась выставка «Сюрахпетигер Рюты Нахкат. В наших сердцах вы вечно живы». Экспозиция, организованная музеем и социальным координатором филиала фонда Игнатом Трофимовым, посвящена погибшим участникам специальной военной операции. На выставке представлены фотографии, личные вещи и награды героев. В дни, когда вся Якутия отмечает Исех в группировке войск России, народная целительница Арчина 23 июня провела обряд Алгыз, посвященный национальному празднику народа Саха, сообщается в телеграм-канале военкора Якутии. В фронтовом доме Арчи собрались вышедшие из боевых задач бойцы из Якутии штурмовики. Дом Арчи на фронте открылся по инициативе и стараниям самих военнослужащих. Он стал настоящим центром, объединяющим всех якутян на СВО.
Участники кадровой программы «Якутия. Земля героев» познакомились со своими наставниками, теми людьми, которые в течение года будут сопровождать их. Среди наставников члены правительства, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий и депутаты Государственного собрания Илтумен. Подробнее расскажем в следующем материале. Главной задачей кадрового проекта «Якутия. Земля героев» является подготовка квалифицированных кадров для работы на государственной и управленческой службе. Лучший способ передать знания и умения – это институт наставничества. Для каждого участника подобрали наставника с учетом его личных пожеланий и профессиональных интересов. Самое главное, чтобы мы достаточно в сжатое время передали весь свой опыт, который мы накопили за достаточно долгое время работы в органах госслужбы, для того, чтобы они понимали тонкости, чтобы они не совершали тех ошибок когда-то, которые мы совершили, научились разговаривать, проводить совещания, общаться с людьми и работать на имя во благо нашей республики. Октябрина Афанасьева работает в социальной сфере и именно в ней хочет строить свою дальнейшую карьеру. Ее наставником на этом пути стала министр труда и социального развития Елена Волкова. Только что проговорили о том, что Октябрина Семеновна пройдет стажировку непосредственно в министерстве. Будут организованы рабочие встречи по всем направлениям нашей деятельности, не только в области социального обслуживания, но и все другие направления, которые курирует наше министерство, для того, чтобы наш коллега более, так скажем, в расширенном формате погрузился в деятельность органа исполнительной власти. Сама Октябрина Семеновна очень рада, что ей достался такой наставник, и с нетерпением ждет дня, когда начнется ее стажировка. Планы уже все проговорили. С 1 июля уже буду приступать к своим. Практика, как в министерстве буду проходить, все буду видеть, как они работают, нормативно-правовые акты, документы. И очень хорошо, что я буду посещать другие организации министерства. Многие участники программы выбирали сферу деятельности, в которой они были задействованы до участия в специальной военной операции. Но есть и те, кто решил попробовать свои силы в новой для себя стезе. Набирали наставников именно по нашим анкетам, и в наших анкетах было указано то, что да, в какой сфере мы хотим работать. Я сегодня полностью удовлетворен. Мы поговорили с ним в порядке полчаса и будем уже с 1 июля вникать в работу Министерства гражданской обороны и по северному завозу, по обеспечению безопасности населения. И я думаю, я приму очень много большого опыта, работая в этом министерстве. Опыт наставничества в подобных проектах позволяет участникам максимально погрузиться в работу и дает возможность узнать все тонкости государственной службы не только в теории, но и на практике. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Новый детский центр в Якутии готов на 66%. Активно продолжается строительство круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Полярная звезда». Объект сможет принимать 350 детей в смену. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года. Проектные работы и государственная экспертиза успешно пройдены. Напомним, что «Полярная звезда», состоящая из 8 блоков, станет самым крупным и современным детским центром в республике, а также центральным объектом дополнительного образования. На объекте порядка 50 рабочих работает. Напомню, что данный объект у нас строится в рамках конституционного соглашения. Финансирование идет за счет республиканского бюджета, федерального бюджета и заемных средств за счет средств концессионера. Данный объект у нас, основные работы по объекту будут завершены в текущем году, строительно-монтажные работы, внутренние работы, а вот благоустройство, дополнительные работы будут завершаться в следующем году, в середине года. В Нерингре проходит активный этап благоустройства дворовых территорий, парков и скверов. В зимние месяцы разрабатывались планы и проекты. Теперь пришло время реализовывать задуманное. Какие работы ведутся сегодня, расскажут наши коллеги из Нерингри.
Сделать каждый уголок родного города комфортным, безопасным и интересным для жизни – такова цель активных неравнодушных нерюнгринцев, председателей ТСЖ, руководителей общественных пространств, парков и скверах. В рамках программы летнего благоустройства в Нерюнгре активно ведутся работы по обновлению парков и дворовых территорий. И озеленение больше стало, и так вообще в общей сложности. Беседок много, скамеек, тренажера. Есть где погулять и детям, и взрослым. Приятно прям, и вот эти ларечки. Все так стильно, красиво, со вкусом. Облагораживает, все хорошо, прекрасно гулять. Вот любуюсь, хожу этими кустарничками. Это акация, да, наверное? Вот. Хорошо в парке, очень даже цветы такие красивые. В этом году планируются восстановительные работы в скверах Амосова и строителей. В этом году проводится подготовительная работа к основному празднику Исэ-Халанхо этого лета. Ждем огромное количество туристов, гостей. И, конечно же, мы приводим сейчас в соответствие, в порядок. Где-то проводится сейчас у нас текущий ремонт в парках и скверах. Дополнительно мы провели озеленение, высадку цветов на сквере строителей. Это возле центральной почты в нашем городе. Ну и, конечно же, в нашем парке в этом году мы высадили еще большее количество однолетних цветов, саженцев. Большое внимание озеленению уделяется не только в парках и скверах, но и во дворах. Здесь активные жильцы сами высаживают цветы и деревья. Этим летом работы у жильцов дома по улице Дружбы народов 6 очень много. Приходится не просто благоустраивать, но и восстанавливать свой любимый двор, придомовую территорию. В прошлом году у нас была плановая замена канализационных труб. В данный момент у нас идет восстановление заборов и все, что вот было до того, как у нас начинались проводиться эти работы. Жильцы у нас все хорошие, ответственные, по просьбе выходят, помогают, то есть не самостоятельно все это производится. Отрадно, что жильцы активно участвуют в благоустройстве придомовой территории. Это показывает их заинтересованность в создании комфортной и уютной среды для проживания. Такая инициатива способствует формированию добрососедских отношений и улучшению общего облика дома. На субботники выходили неоднократно. Люди выходили, помогали. Мы расчистили очень большую территорию от кустов, от кустарников. Вместо них мы уже посадили очень много саженцев. Калину посадили, бузину, кедры у нас будут расти. Мы высадили кедры, березы и очень много первоцветов. Мы хотим благоустроить всю нашу дворовую территорию. Чтобы было как раньше и даже лучше, чтобы все ходили и любовались на нашу красоту. Потому что в прежние годы всегда люди приходили и здесь фотографировались. Благоустройство продолжается. Впереди еще есть работы по улучшению городской среды. Жители и гости города видят результаты проведенных работ и успевают насладиться обновленными парками и дворами за короткое якутское лето. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ремонт и беспыливание дорог. Перейдем к дорожным новостям республики. В этом году в Якутске ремонтируют 11 улиц с общей протяженностью около 16 километров. Часть из них уже заасфальтирована, сообщил глава города Евгений Григорьев. Особое внимание уделяется улице 50 лет Советской армии, одна из главных магистралей города, которая станет четырехполосной с разделительным ограждением посередине. План по индикаторным объектам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен на 40%. По словам Евгения Григорьева, по сравнению с прошлыми годами объем работ небольшой. Знаменательное событие для якутского здравоохранения стартовало в столице региона. С 26 по 27 июня в онкологическом центре прошла межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием. Самое главное, что специалисты не только обменялись опытом, но и на практике показали свое мастерство. Тем продолжит Саргалана Неустроева. Пока одна из площадок конференции набирает десятки гостей и участников, другая наоборот, не для широкого зрителя. Здесь, в небольшой аудитории, в режиме онлайн специалисты хирургического блока наблюдают за работой без малого светил российской медицины. В рамках мастер-класса Якутск посетили сразу два московских специалиста – профессор Азиз Зикиряходжаев и кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.
Для нас это очень такой важный опыт, потому что одну из этих операций мы начали совсем недавно, и для нас будет очень интересно, как оценит нашу работу специалисты такого ведущего уровня. Работают хирурги в 4 операционных. 2 заняли наши, якутские специалисты. Лечение, которое медики применят в ходе мастер-класса, хоть и высокотехнологичное, но давно успешно и ежедневно практикуется здесь, в республиканском онкоцентре. А наблюдать за работой коллег всегда интересно, признается один из участников – Иван Бодунов. Каждый оперирует по-своему, и вот берешь и подмечаешь именно нюансы. Даже если я эти методы лечения не приму, в принципе, потому что у меня другой подход к лечению этой же опухоли, да, то мне просто интересно смотреть, как другие люди профессионально работают в этой сфере. Одну из операций практикуют только в ведущих институтах страны и здесь, в Якутии. Это трансартериальная химиоэмболия. Проводится она через небольшой разрез на бедре. Представьте, как корабль по реке доставляет грузы до пункта назначения. Также и препарат по артериям доставляется к самому новообразованию и внедряется прямо в опухоль. Сложнейшая техника требует не только мастерства хирурга, но и высококлассного оборудования. Хирург, который будет проводить химиоэмболизацию, уже присутствовал в нашем онкодиспансере. Оценка его на хорошем уровне, наш диспансер у него на счету, потому что центр оснащен по последнему слову техники, и на Дальнем Востоке оборудование, которое присутствует в этой операционной, оно практически уникальное, единственное. Участие в конференции примут порядка 300 специалистов. Не только хирурги, но и врачи-диагносты, медсестры и другие специалисты, в том числе из Казахстана. Событие стало знаковым еще и потому, что в этом году онкологическая служба Якутии празднует свое 75-летие. И к этому юбилею демонстрирует достойный уровень. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Ведущие ученые России и зарубежья обсуждают передовые технологии в медицине. На базе СФУ проходит вторая всероссийская конференция «Интеграция наук. Междисциплинарность в медицине». В эти дни более 100 специалистов рассматривают вопросы радиационной медицины и инновационных подходов в диагностике. Кроме того, будут затронуты вопросы радиобиологии. Всего в программе конференции 8 научных секций. По итогам работы на полях конференции будут заключены соглашения о дальнейшем сотрудничестве с ведущими университетами страны. По итогам конференции мы хотим, чтобы все наши гости, а также наши сотрудники, во-первых, наладили контакты, да? Во-вторых, когда налаживается контакт, можно уже сказать, это может способствовать развитию кадрового потенциала. Стажировки, аспирантура и так далее, то есть в этом плане. В Ленском районе зарегистрировано 240 обращений пострадавших от укусов клещей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа укушенных на 25%. Вакцинация ленчан продолжается. Наибольшее количество укусов клещей по-прежнему регистрируется на территории города Ленска, в районе дач. На втором месте поселок Витим, где с укусами обратились 39 человек. В поселке Переду 16. Единичные случаи зарегистрированы в поселке Южная Нюя и Чимчам. В Ленском районе зафиксировано 240 обращений, из них 50 детей. Клещей отправляют в лабораторию в городе Якутской. Из них 46 результатов пришло, по которым 9 особей являются носителями боррелиоза и 1 с клещевым энцефалитом. Екатерина Шабурова все лето живет на даче. Об укусах клещей знает не понаслышке. Она и ее муж не единожды были пострадавшими. К счастью, отделались легким испугом. В том году и позапрошлом 2 раза я обращалась в поликлинику. Мне убирали клеща и сдавала в СЭС их. Но они были не заразные. У нас дача недалеко от берега Лены. На даче были. В этом году еще пока не видели, обработали участок тоже. И мы всей семьей привились, и ребенок, и муж, и я. Все, по 3 прививки мы теперь вроде как бы обезопасили себя.
На сегодняшний день в Ленском районе санэпидемстанция проводит профилактические мероприятия. Обработку территорий массового отдыха населения, которая направлена на снижение численности клещей. Обработано 30 объектов. Это пришкольные площадки летнего отдыха детей, лагерь «Алмаз», территории детских садов, футбольных полей и стадионов. Руководство городского парка также своими силами проводит обработку территории парка вдоль дорожек и тропинок. Но все же самый верный способ защиты – это вакцинация. В наличии есть и платная, и бесплатная вакцина. Все желающие подходят, но вакцинацию лучше проводить с осени, потому что иммунитет формируется после полного курса вакцинации через 2 недели. Обязательно считает вакцинацию Светлана Тарасова. В ее случае без нее невозможно. Женщина регулярно в связи с производственной необходимостью выезжает в лесной массив. В силу своей работы я езжу на слегам, так как я работаю главным агрономом. И все-таки я берегусь от этого клеща. Вдруг он попадется энцефалитный, это очень опасно. В прошлом году я поставила 2 прививки, так положено, через месяц там 1, 2, а в этом году я поставила уже, и теперь 3 года я не буду вакцинироваться, я защищена. На сегодняшний день привито 2486 человек, из них 660 детей. При обращении с укусами клеща в больницу всем пострадавшим, ранее непривитым, вводится иммуноглобулин, действие которого сохраняется до 3 месяцев. Также назначается профилактический курс антибиотиков, что позволит избежать заболеваний, передающихся клещами. После прогулок в лесном массиве обязательно осматривайте себя, детей и животных. Ведь укус клеща человек не чувствует. При обнаружении врачи советуют обращаться в больницу, не извлекать особь самостоятельно. Все пострадавшие находятся под наблюдением. Симптомов заражения ни у кого не выявлено. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Представители волонтерских движений и бойцы студенческих строительных отрядов накануне имели возможность пообщаться с заместителем председателя Государственной Думы Шалбаном Караол. На встрече обсуждалось множество вопросов про личностный и карьерный рост, обмен опытом со старшим поколением и своими сверстниками из других регионов. Поднимался и вопрос о специальной военной операции и социализации и трудоустройстве молодых людей, которые вернутся в родную республику. В различных регионах страны Шалбан Валерьевич старается уделить время для общения с молодежью, чтобы поделиться опытом и самому узнать от них о проблемах и вопросах, которые волнуют подрастающее поколение. По своему уровню образованности, вопросов, которые они задают, они такие же, как и в разных других регионах. Другое дело, мне было приятно, например, что мы очень дельно обсуждали тему сохранения своего национального языка. Возможно, это специфичная тема для национальных республик, но для нас это коренной вопрос сохранения своих народов. Очень важно говорить о традициях, об обычаях. А вы мечтали стать космонавтом? Герой следующего сюжета точно. В Якутск прибыл командир отряда космонавтов «Герой России», мировой рекордсмен по пребыванию в космосе Олег Кононенко. С республикой у него особая связь, ведь здесь он бывает не впервые. Но есть те, кто особенно ждал героя на земле Олонхо. О том, как прошла эта долгожданная встреча, расскажет Саргалана Неустроева. Волнительное ожидание, предвкушающие взгляды и, наконец, прославленный космонавт входит в зал арктической школы, где его уже ждут десятки юных пытливых умов. Для большинства из присутствующих здесь ребят, пожалуй, сбылась мечта. Ведь всего в паре метрах от них сидит сам Олег Кононенко. Опытный космонавт, герой России и просто живая легенда, открыт для любого вопроса от каждого из присутствующих здесь ребят. Приглашаем следующих наших выступающих.
А вопросов множество, ведь все здесь так или иначе связаны с исследованием глубин космоса. Кто-то на уровне интересов, а кто-то по-настоящему, участвуя в конкурсах и исследовательских проектах. Но так или иначе, дискуссия выдалась по-настоящему оживленной. Я, конечно, очень рада увидеть его. Вот, когда в Москве виделись, у меня вообще был восторг. Я очень была рада тоже. Прям, неужели я его встретила? Некоторые из вопросов, прямо скажем, повеселили космонавта. Со всей своей непосредственностью дети интересовались каждой мелочью пребывания в космосе, вплоть до того, чем заниматься в невесомости, чтобы развлечь себя. Или, например, как воспользоваться уборной без гравитации. Очень интересно, потому что дети, в отличие от взрослых, очень любопытны. Они умеют мечтать и мечтают, поэтому расспрашивали о моей профессии, как летать в космос. И, похоже, многие из них хотят стать космонавтами. Многие, да не все. Воспитанник летнего лагеря «Арктика и космос» Кирилл Циденов признается, в будущем он мечтает стать инженером или даже программистом. И тем не менее, встреча с Кононенко для Кирилла стала по-настоящему долгожданной. Мы встречались по видеозвонку, и там он говорил, что хочет приехать и встретиться уже вживую. Я эту встречу ждал почти 2 года. Связь Олега Кононенко с республикой началась в далеком 2011 году. Именно тогда, на время пребывания в космосе, командир отряда взял с собой якутский хомус и прославил наш край на весь мир игрой на национальном инструменте. Позже зачитал стихи Кулаковского, вернул на землю куколку Кындыкан и даже посетил Исаак Туймады. А ведь он, как культурный проводник, мог указать на любую точку на планете и выбрать ее. Такова судьба, признается космонавт. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Первый сезон работы детских пришкольных площадок подходит к финалу. Однако последние дни по-прежнему будут яркими и интересными. При образовательных учреждениях Алданского района в июне работали 19 лагерей с дневным пребыванием ребят и 1 круглосуточный лагерь. Лето продолжается, и впереди мальчишек и девчонок ожидает немало интересного. Каким станет второй месяц лета для детей и подростков, узнали наши корреспонденты. На какой свет можно переходить дорогу? Где разрешается ездить на самокатах и велосипедах? И о чем следует помнить вблизи проезжей части? Правила дорожного движения ученики начальных классов усвоили твердо и продемонстрировали свои знания наглядно. Викторина по безопасности с участием сотрудников ГИБДД стала одним из событий последней недели первого сезона летней детской площадки при Алданской школе номер 1. В первой смене 90 детей, вот 3 отряда работают воспитатели, работают вожатые. Замечательно, прекрасно, стараемся организовать интересный летний отдых. С нами очень активно работают детская библиотека, наша городская детская библиотека, театр юного зрителя, районный дом культуры. Первый сезон на площадке школы номер 1 подходит к завершению, однако последние дни по-прежнему будут интересными и захватывающими. К тому же в кутерьме подготовки к финальному празднику грустить у ребят времени не остается. Настроение хорошее, нравится ей. Подружки здесь, потому что из-за подружек тянется. Все хорошо, кормят хорошо, кушают все. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе первой школы является самым массовым. Кроме того, эта площадка будет единственной в городе, которая примет ребятишек и в июле. 2 отряда на второй сезон уже сформированы. И педагоги, и вожатые проводят различные игры активные, различные викторины. Это утренняя зарядка. Причем утреннюю зарядку, как правило, мы проводим в танцевальной форме. Вот, это очень любят дети. Лучший отдых, как известно, это не только смена деятельности. Это укрепление здоровья, всестороннее развитие и многообразие впечатлений. Педагоги и вожатые стремятся сделать ярким и незабываемым каждый день своих воспитанников. Вообще очень весело с детьми. Конечно, проводить с ними какие-то мероприятия и веселиться – это действительно занимательно. Но ответственность мы за них тоже несем. Без этого никуда.
В Алданском районе площадки при образовательных учреждениях составляют наиболее массовое направление в организации каникул. В первый месяц лета совсем не по учебному школьным отдыхам было охвачено свыше 1000 человек. Лагерь с круглосуточным пребыванием ребят в июне открылся при специализированной коррекционной школе-интернате 8-го вида поселка Нижний Куранах. Скоро отдыхающих примет Томодский берег Дружбы. В этом году планируется 1 сезон. К сожалению, в этом году берег Дружбы принимает всего 240 детей. С 1 июля у нас запланировано 1 сезон, куда отправятся наши дети отдыхать. Для многих юных алданцев берег Дружбы остается любимым местом отдыха. Томодский лагерь принимает школьников до 17 лет. Часть путевок выделяется несовершеннолетним из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также в приоритете остается организация летнего отдыха для детей из семей военнослужащих. Ежегодно у нас Министерство образования предоставляет нам льготные путевки. Первый сезон уже отдохнул. Это дети выезжали в лагерь «Алые паруса» Приморского края. 11 детей выезжало, 7 из которых дети из семей СВО. Для подростков, желающих подзаработать на карманные расходы, организованы трудовые отряды. Рабочие места старшеклассникам предлагают администрации поселений и крупные промышленные предприятия. В целом, в летний период организованным отдыхом планируется охватить порядка 74% школьников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Во Владивостоке стартовали приемные комиссии во все ведущие университеты города. Один из самых известных – Дальневосточный федеральный университет. О том, какие изменения произошли в этом году, расскажет моя коллега Лиана Михайлова. По словам секретаря, в этом году произошли важные изменения в процедуре подачи документов на текущий год. В частности, абитуриентам больше не понадобится оригиналы образовательных документов. Прием осуществляется на основании согласия о зачислении. Кроме того, расширены способы поступления. Теперь все уровни образования, кроме ординатуры, могут подавать документы через портал госуслуг. А также в этом году учитываются баллы за индивидуальные достижения. И список таких достижений значительно увеличился. Ну, конечно, традиционно есть те направления, которые популярны у абитуриентов. Наш университет «Вишенка» — это, конечно, все, что связано с изучением восточных языков. Ну и сейчас, конечно, выполняя задачи, поставленные президентом по технологическому лидерству и по развороту на восток, мы объединяем эти задачи и делаем такой фокус в приемной кампании на эти направления. Это все, что связано с изучением, как я сказала, восточных языков, биотехнологий, технологического лидерства. Есть таких 5 больших направлений, на которые мы в этом году с особым вниманием, конечно, привлекаем ребят, самых талантливых ребят со всей России, чтобы они потом могли здесь, на Дальнем Востоке, продолжать строить будущее. В этом году университет планирует зачислить более 7000 студентов на программы всех уровней образования. Кроме того, вуз ожидает около 2000 иностранных студентов. По словам абитуриентов, ДУФУ предлагает самый широкий спектр направлений обучения. Можно выбрать любой понравившийся. Я выбрала специальность архитектуры еще в 1 классе. 11 лет стремлюсь к тому, чтобы стать архитектором. Всю жизнь лежала душа к этому, очень хотелось поступить. Очень интересная, красивая, творческая профессия. И всегда меня очень сильно привлекала. Поэтому выбор пал на архитектуру. Это очень интересно, завлекающе. Необычные здания, очень красивые постройки. И самому создавать что-то уникальное и необычное для меня всегда было большим интересом, наверное. Помимо учебной деятельности, в зависимости от желания, студенты имеют возможность занять себя разными видами внеучебной деятельности, как спортивные клубы, общественные объединения и творческие коллективы. Престижный вуз, очевидно. Наилучшее образование можно здесь получить. Это основные причины. Конечно, студенческая жизнь, она это и предполагает. Нужно как можно больше всего опробовать, успеть. Так что, да, спорт, конечно же, всякие активности именно, социальные, если можно так сказать.
Вот так вот как-то. Крайняя дата приема согласия зачисления в ДУФУ для абитуриентов 13 августа, а для магистрантов 24 августа. Лиана Михайлова, Владивосток. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В местности Усть-Хатын прошло празднование главного национального праздника Якутии Сеха-Туймады. Традиционное мероприятие началось с обряда благословения и кумысопития. На открытии исполнили легендарный танец «Узоры» в постановке заслуженного работника культуры РСФСР и ЯССР Сергея Зверева «Кыл-Уолла». В этом году Сех посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Республике. Давая старт празднику всех якутян и гостей республики, поздравил глава Якутии Сен Николаев. Этот великий Сех мы посвящаем 80-летию Великой Победы. И мы преклоняем головы перед тем поколением, которое принесло нам эту победу. Мы свято чтим их память, мы обязательно будем достойны их. И, конечно, мы сегодня с душою вместе с нашими воинами, которые сегодня защищают нашу Родину от новых фашистов. И пусть сегодняшний благословенный Алгыз дойдет до них, придаст им силы, и пусть поскорее наши ребята с победой, живые и здоровые, возвращаются к нам домой. Я горд и счастлив тем, что работаю вместе с вами. Я горд и счастлив тем, что наша республика в это непростое время сплотилась вокруг нашей великой Родины, России, вокруг нашего президента, и мы сегодня вместе идем к новой победе. Я верю, что скоро в этом Тюгюльге мы станцуем новый Осохой победы. Сех-Туймады в этом году собрал не только жителей Якутии, но и гостей из других стран. На Сех-Туймады в этом году прибыли делегации из Казахстана, Индии, Китая, Донецкой Народной Республики и других регионов страны. Как отметил аким города Астаны Женис Асымбек, праздник Исех близок по сердцу и духу и казахскому народу, так как между народами Саха и Казахстана действительно очень много общего. Этот праздник нам очень близок, так же, как наш праздник Наурыз. Праздник этот олицетворяет чистоту, начало, большую силу. Я хочу пожелать Республике Саха процветания, благополучия. Между нашими народами действительно очень много общего. Дорогие друзья, спасибо вам за гостеприимство, за доброту. От всей души еще раз желаю Республике Саха мира и благополучия. С праздником вас! Эсек Куттабалун! Кроме того, традиционно на Сехе-Туймады исполнили национальный круговой танец Осохой. Являясь символом дружбы и единства, Осохой соединяет все поколения и народы Якутии. Нужно отметить масштаб танца. Его исполнили тысячи жителей и гостей республики. Напомню, на 20 площадках в местности Усть-Хатын всего пройдут более 100 культурных программ, включая ритуально-обрядовые действия, конкурсные программные выставочно-презентационные экспозиции, детские программы, спортивные состязания и более 50 концертных программ. Кроме того, организаторы приготовили 17 уникальных и самобытных конкурсов, многие из которых уже стали доброй традицией. В
Второй день празднования Сеха Туймаады начнется со встречи солнца. Учитывая тот факт, что в Якутии в это время года белые ночи, церемония состоится в 2 часа ночи. Творческая делегация Государственного театра оперы и балета Якутии вернулась домой с победой. Артисты прибыли из Казани, где 26 июня состоялась торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Балет «Сияющий камень» завоевал сразу 3 престижные награды. Путь к признанию был долгим. Премьера балета состоялась в прошлом году в рамках Дней Якутии в Казахстане. 28 мая спектакль был представлен жюри «Золотой маски» и московской публики на сцене Центрального академического театра Российской армии. А уже через месяц «Сияющий камень» был признан лучшим балетом страны на церемонии в Татарском государственном академическом театре. Конечно, мы надеялись, что будет «Золотая маска», но то, что будет их сразу 3, это, конечно, вообще удивительно для нас. И это результат, на самом деле, большой работы, большого труда всего коллектива. И, конечно, вот то, что мы общим результатом труда получили, самую главную позицию, самую главную награду, основную награду фестиваля «Лучший спектакль, балет». Это большое достижение, конечно, для нашего театрального искусства, для всей нашей республики. На главной площади города Мирный состоялся всероссийский марафон «Сила России», собравший 60 активных жителей всех возрастов. Участники зарядились бодростью и позитивом на массовой зарядке, которую провел тренер детской спортивной школы, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы отметили, что мероприятие подобного формата проводится в городе впервые. Цель марафона – популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания к активным формам отдыха. В Якутске выявили победителей Кубка Илдархана по русским шашкам. По итогам 3 соревновательных дней триумфаторами стали спортсмены из Якутии, многократный чемпион мира Николай Стручков и чемпионка Европы Сандара Апрасимова. Всероссийские соревнования собрали 218 участников разных возрастов, среди которых 17 гроссмейстеров. География открытого турнира впечатляет. На состязание помимо представителей регионов России приехали участники из Бразилии, Узбекистана, Монголии и других стран. Конечно, я рассчитывал на победу, естественно. Было тяжело настроиться, и тем более я начал с поражения во 2-м туре. Потом уже было непросто обратно вернуться в гонку. Но мне это, к счастью, удалось. Счастлив, конечно, что получилось победить. Эстафета огня Игорь Манчары, преодолевшая уже более 100 километров, прибыла в столицу республики. В общей сложности протяженность маршрута составит 765 километров до места проведения 22-х игр Манчары. Подробности смотрите в следующем сюжете. Огонь 22-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары зажгли 20 июня в местности Арылах Мегино-Кангаласского района, родном Аласе народного героя Василия Манчары. Огонь зажег алгышит Спиридон Григорьев и передал его руководителю эстафеты, заслуженному работнику физической культуры и спорта Якутии Дмитрию Горохову. 8 дней мы пробегом прошли где-то 100 километров, 100 лишних километров. В этом году у нас это участники самые спортивные, хоть участвовали в спортивных играх Манчары, ветераны спорта из каждого улуса. Мегино-Кангаласский, Мусалданский, Татминский и это Белинский, горные улуса. После Мегино-Кангаласского района эстафету огня принял Якутск и был встречен в речном порту живым коридором и жителей столицы, и молодых спортсменов. Факелоносцы пронесли огонь до спортивного комплекса «Мадун» имени Василия Манчары. А уже завтра он направится в местность Усхатын. 29 июня эстафета станет частью финала игр Дыгына, одного из центральных событий из Сеха Туймаада. Игры Манчары, как говорится, у нас самое большое мероприятие. Получается, это Якутская Олимпиада. 22 игры Манчары будут проводиться в село Итыккөл, Татинский район. И более 1700
спортсменов будут участвовать в этом соревновании по 11 видам спорта. Маршрут эстафеты охватит 4 района. Первыми огонь увидели жители Мегино-Кангаласского района. Побывав в 4 населенных пунктах, хранители огня отправили лампаду в Якутск, где уже в эти выходные пламя Игорь Манчары побывает в священной местности Усть-Хатын, после чего огонь прибудет в Чурапчинский район, и уже 8 июля огонь доставит в Утык-Кёль, где и пройдет 22-я спартакиада Игоря Манчары. Ольга Захарова, Вероника Таюрская, Иван Семенов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.